Всем привет, это Автопрофаны, как всегда вместе с вами Адлан Гайтукаев. Ибрагим Устамиров. Машину для сегодняшнего тест-драйва найти было очень и очень сложно. Это несмотря на то, что этот автомобиль удостоился высокого звания «Автомобиль года» в России. Нам предлагали машины намного дороже и респектабельнее, но мы искали именно эту. Hyundai Solaris нового поколения. Одним из самых наших первых обзоров был обзор на предыдущую модель Solaris. И та машина нам действительно понравилась, но, разумеется, учитывая класс и цену, которую установили на эту машину. В июне этого года Hyundai выпустил автомобиль, назвав его Solaris New Sedan, тонко намекая, что это обновленная версия. Новая машина. Да, полностью новая машина. Насколько точны в своих определениях гении от маркетинга компании Hyundai и что нового в этой машине появилось, мы сегодня будем выяснять. И начнем мы, естественно, с внешних изменений. Наверное, с фар начнем. Да. Это самое заметное изменение в этой машине. Они теперь стали более солидными, менее корейскими. Благодаря им машина смотрится гораздо лучше. Это мое мнение. Роль дневных ходовых огней теперь выполняют лампочки в бампере, а светодиоды, к сожалению, доступны только в самой дорогой версии. Изменилась решетка радиатора, бампер, а также задние огни тоже претерпели некоторые изменения. Они тоже в дорогих версиях светодиодные. Решетка перекочевала сюда, судя по всему, от машины под названием Toyota Camry. Сбоку никаких изменений нет, тот же клиренс, 16, кажется, сантиметров он был, да, и 15-е диски. Если вы захотите наружные боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова, то вам придется докупать расширенный пакет, который стоит 19 тысяч, они туда входят. Ну и не только они. Вообще раньше Solaris продавался в 9 разных цветах, теперь добавились еще 3, оранжевый, синий и бежевый. Это лишняя информация, так как жители Чеченской Республики вряд ли смогут оценить все это буйство красок. Они здесь не продаются. Если в экстерьере изменения сразу мы с вами видим, то в техническом плане они не столь очевидны. Что касается двигателя, это та же самая гамма. Они не изменились? Да. Коробки вы получаете шестиступенчатые. Новые. Вот да. Самое большое изменение в машине только, это две новые коробки передач, шестиступенчатые, и механическая, и автоматическая. Да, а вот двигатель 1.4 у вас будет либо четырехступенчатый автомат, либо пятиступенчатая механика. 1.6 выдает 123 лошадиные силы, 1.4 107, если я вот так же, без изменений. Да. Официальные показатели экономичности мы не нашли у этой машины. Точнее, мы нашли только у двигателя 1.4 с механической коробкой передач, и равнялись они цифре 5,9 литров на 100 километров. Это на самом деле не очень впечатляет для такого двигателя. Мы тестировали машину с более мощным, вдвое более мощным двигателем, и там цифра была примерно такая же. Тем более не указано, в каком цикле достигнут этот результат, смешанный либо в городском цикле. Но, наверное, они не указали эти цифры, потому что Солярису здесь нечем похвастаться, но сами инженеры Hyundai говорят, что это шедевры инженерной мысли. И, кстати, здесь они поработали над массой двигателя, они ее снизили, и увеличилась экономичность. А это значит, что раньше было хуже. Так-то по себе двигатель неплохой. Были случаи, что машина доезжала до 300 тысяч. Доезжала и дальше ездила, да, в принципе. В общем, перед вами достаточно большой багажник, вместительность 450... Одно из достоинств Соляриса. Нет, 465 литров. Да.
Что тут еще есть? Здесь В общем, есть обычно- полноценное запасное колесо. Да. Есть органайзер с инструментами, чтобы колесо Вот он. в случае необходимости поменять. Топовая Также- версия. Также здесь присутствует ручка для закрытия багажника. Давай, Да, давай. сейчас покажу, как это можно сделать. Просто хозяин стоит, знаешь, смотрит. Why some people can't be happy till they die? Why will still pie be 10 miles? What can they be but hungry if their pies up in the sky? Don't you know something's kind of funky and I wanna know why? Why? Внутри, как и в случае с двигателем, изменения не столь очевидны. Они есть, их три. Изменили Так. обивку тканевую обивку на дверях, тканевую обивку на сиденьях. И на задних дверях появился кармашек с подбутыльником и нишей для всякой мелочи. Панель приборов не изменилась, она та же, приятная на глаз подсветка, Super Vision, громкое название. Пластик тоже тот же, дубовый, но вот надо отдать должное маркетологам Hyundai. В этом случае они поработали очень хорошо, и благодаря рельефу пластик смотрится очень даже солидно. Сиденье водительское радует посадкой. Оно подойдет практически для любого водителя. Оно регулируется по высоте, по Вот вылету. в именно общем. сиденье водителя. Да, регулируется только по водительская. высоте, Есть достаточная боковая поддержка. В поворотах, на которые способен Солярис, вам ее будет достаточно. За рулем не устаешь. В общем, если вы не собираетесь устраивать автопробеги до Владивостока, уставать вы не должны. Рулевая колонка регулируется по высоте. Если вы возьмете расширенный пакет, про который я говорил в самом начале, то получите еще регулировку по вылету. В этот же расширенный пакет входит кожаная отделка руля и ручки коробки передач. А если вы не пожалеете денег и купите еще и зимний пакет, который стоит 21 тысячу, то получите еще и подогрев руля. Функция, которая редко встречается в более дорогих машинах. Также нельзя забывать и про прикуриватели. Сейчас это называется розетками. И правильно, их тут две. Собственно, вам они пригодятся, чтобы подзарядить телефон, скажем. Плюс ко всему, в максимальных комплектациях есть очень неплохая аудиосистема. Если доплатите, у вас появится и навигация. Плюс ко всему, еще много полезных штук. Да. Сам руль многофункциональный. Здесь у нас расположены кнопки управления магнитолой и hands-free. Вот единственный вопрос, который у нас возник при этом, это расположение кнопки управления маршрутным компьютером, которую они зачем-то вынесли за пределы руля, хотя в принципе здесь места достаточно, чтобы ее здесь расположить. Кнопка маленькая, за рулем ее иногда не видно и нажимать не очень удобно. Коробка передач, новая, вот шестиступенчатая, работает плавно. Я вообще никаких задержек не чувствовал. Я не знаю, если ее на отрыв пускать машину, тогда, может быть, будут какие-то Но в основном вопросы, но в такой этом самом городской езде отрыве ты нормально. и ощущаешь задержки и прочие неровности работы коробки передач. Кстати, В городском режиме хорошо работает. Да, хорошо работает коробка, хорошо работает подвеска. Слышно абсолютно все из подколесных арок в плане Ты шумоизоляции. слышишь, да. насколько хорошо работает подвеска? Да, можешь прислушиваться, как подвеска отрабатывает все Ну, здесь ямы. вопрос, может быть, это подвеска громкая, а не плохая шумоизоляция? Так
возникает уже целых два минуса. Давай, пусть это будет шумоизоляция плохая. Давай. Плюс ко всему, история та же самая с подвеской, что и в предыдущих версиях. Изначально Hyundai делали очень мягкую подвеску, да, мягкую подвеску. Все было плохо в поворотах, машина вылетала, управляемость была плохой. В общем, пожертвовали они плавностью хода, но появилась лучшая управляемость. Не так, чтобы очень, но машина стала послушнее. Ну, прям не сказать, что она и супер жесткая. Да, очень хорошая Не очень машина. жесткая и не очень, ну, что-то посередине. Ну что ж, покатались, посмотрели, пора подводить итоги. И я для начала расскажу про цены и комплектации. Самый дешевый Solaris будет стоить 479 тысяч. Это Solaris без ничего. Та же семерка, просто красивее. Самый дорогой Solaris максимальной комплектации с двигателем 1.6 и автоматическая, шестиступенчатая автоматическая коробка передач обойдется вам в 645 тысяч. Это без пакета. Если вы докупите все пакеты, то эта цена перевалит уже за 700. Лучше брать черные с надписью BMW. Пакеты, я говорю. В общем, мы с вами имеем рестайлинговую версию, но никак не новый автомобиль. Все ключевые узлы, ну кроме коробки, остались прежними. В плане комфорта тоже мало чего изменилось. Визуально она, конечно, стала намного солиднее и красивее, но в остальном это тот же Hyundai, хороший автомобиль с интересными опциями. И для завершения хотелось бы поблагодарить официального представителя Hyundai в Чеченской Республике, автомагазин «Вираж», за предоставленный для съемок автомобиль. Это были автопрофаны, как всегда, обзор для вас провели Ибрагим Устамиров. И Алдлан Гайтукаев. Всем пока.